Министр спорта Ингушетии Руслан Белхароев по поручению главы региона передал спортивный инвентарь в спортшколу города Сунжи. Ранее тренер по единоборствам Исмаил Расумов обратился за поддержкой в части приобретения спортивного инвентаря для зала, где занимается большое количество ребят. Приобретение спортинвентаря стало возможным благодаря поддержке Махмуда Али Калиматова. В Ингушетии планируется проведение турнира по национальному виду единоборств «Шот Санлат». На встрече спикера Народного собрания Магомеда Тумгоева с основателем ингушского вида самообороны Магомедом Гиреем Сукиевым известный тренер обратился к парламентарию с просьбой о содействии в проведении семинара и турнира Гран-при «Шот Санлат» в честь празднования столетия ингушской государственности. С декабря 2016 года ингушский национальный вид единоборств внесен во Всероссийский реестр. Михаил Мишустин дал поручение по итогам стратегической сессии по национальному проекту «Средства производства и автоматизации». Новый нацпроект должен обеспечить достижение показателей, которые определены президентом в части технологического лидерства. Также проект призван гарантировать продвижение в сфере роботизации производств, чтобы по этому значению Россия вошла в число 25 ведущих стран мира по итогам 2030 года. Поручение председателя правительства обеспечит решение ряда задач, в их числе формирование долгосрочного спроса на высокотехнологичную продукцию, анализ текущих мер поддержки отечественных станкостроителей и совершенствование системы подтверждения производства станков на территории России. В Назране завершены дорожные работы по асфальтированию 4 улиц – Фабричная, Таргимская, Барханоева и Базоркина. Общая протяженность отремонтированного дорожного полотна составляет 4 километра. Из 9 улиц Назрани, включенных в дорожную программу на текущий год, ремонт уже завершен на 6 участках. Остальные будут сданы в эксплуатацию в первой декаде августа. В Госдуму внесен законопроект, снимающий запрет на строительство домов на землях сельхозназначения. Но есть принципиальное условие. Смягчение распространяется на участки, полученные дачниками до июля 2016 года. Так что действующие пашни и покосы останутся под защитой. Согласно действующему законодательству, земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения, которые находятся не дальше, чем в 30 километрах от границ сельских поселений, могут использоваться только для сельскохозяйственной деятельности. В Госдуму внесли законопроект о классификации всех объектов размещения туристов. Предлагается классифицировать все средства размещения, в которых предоставляются услуги по временному проживанию туристов, а не только гостиницы. При этом классификация не будет распространяться на средства размещения, где они используются для осуществления своей основной деятельности организациями отдыха и оздоровления детей, используются религиозными организациями, используются для деятельности по оказанию услуг в сфере сельского туризма в фермерских хозяйствах. Начинаются клинические исследования первой в России и второй в мире комбинированной вакцины для профилактики гриппа и коронавирусной инфекции Ультрикс-Комби. Разрешение на их проведение холдинг Нацимбио получил от Минздрава России. Разрешение выдано на проведение первых 2 фаз клинических исследований, чтобы изучить безопасность, иммуногенность и переносность вакцины с участием 370 добровольцев. Совет Федерации одобрил изменения в законодательстве, которые расширят полномочия профессиональных спортивных лиг, объединяющих российские и иностранные команды. В начале июля Госдума приняла поправки в законодательство, позволяющие профессиональным лигам получить независимость от спортивных федераций. В частности, лигам будет предоставлено право независимо от международных и общероссийских федераций разрабатывать и утверждать регламенты своих турниров и порядок трансферов, а также заниматься аккредитацией спортивных агентов.